задумались, кто вам сказал? От Ауховского района никогда мы не перестанем говорить. Ауховский район– это наши братья, это часть наших. Как думаешь, какова была вероятность создания Республики Ингуш, если бы Чечня не объявила о создании независимого государства? Ты о каком говоришь конкретно времени? Ты говоришь о 90-х годах? Не знаю, маловероятно. Я считаю, что это вообще вполне возможно, что этого бы не было. Тому пример Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Им же не позволили разделиться, правильно? Не позволили. Живут до сих пор вместе. Вот. Что касается того же Дагестана, сколько там, почти 40 народностей, но название национальных автономных районов не дают. Башлам, они говорят, что мы придумали бы. Придумали или что сделали, я не понял, Байсангура Биноевского? Байсангур Биноевский, легенда чеченского народа, достойный сын, реальная историческая личность. Просто зависть, ненависть, презрение только из-за того, что они просто не могут себе представить или показать кого-либо, кто мог бы хотя бы маломальски себя сравнить с ним. Башлам, до прихода русских на Кавказ, докуда у нас была граница в той стране. Башлам, там про грузин интересная инфо. Грузины не были переселены в село, переданы из бывшего ЧССР, грузинская, там все. Я понял, о чем ты говоришь. Они говорят, что не заселили, да. Говорят, есть такое дело. Согласен. Я же это зачитал тоже. Абсолютно верно. Что касается пределы, ну, пределы, честно скажу, выход на Каспийское море был однозначно. Но максимально, если сказать, думаю, что от земель адыгов и до Каспийского моря с выходом на Каспийское море было однозначно. Это вот этот перешейк, вот этот ареал проживания. До Ермолова, Петра Первого, до самого Каспийского моря выход было. При помощи Петра Первого и уже дальше уже Ермоловым чеченцы были потихоньку выдворены в сторону, непосредственно загнаны земли. Ауховцы, 1000000% в этом уверен, что ауховцы, Акташ-Аух, Ярексу-Аух, вот до этой верхней части, Калина-Улина, от этой местности до самого Каспийского моря проживали и ауховцы, и остальные ногчи. Их загнали просто в это ущелье, уже в пределах вот этого маленького всего нынешнего Ауховского района, сжали их настолько сильно. Вот. Ну, при помощи Ермолова и ему подобных. Что касается вот рассказа Султанмута и всего остального, конечно же, очень много непонятного в этом, не имеющих никаких доказательств, честно сказать. Они говорят, что есть какие-то арабские источники. Но вот я вам скажу, что карты, касаемые чеченцев, до 16 века проживающие, которые проживали до Дербента, я думал, что эта карта фейк. Ну, все утверждали, что это фейк. На той карте, которая книга СССР, вы знаете, я наткнулся уже на 4 карты. Одна карта может быть фейком. Но когда есть уже 4 карты, без разницы, название дзурдзуки там, или чеченцы там, или разницы нету. Вот тут уже начинает возникать сомнения. Так является ли эта карта фейком или не является эта карта фейком? Тут уже нужно задуматься. Карты, вы знаете, ни одна из этих карт не является чеченской картой. Ни одна. Будь то грузинская, армянская. Вот эта карта, которая утверждает английского непосредственно, где-то секретные материалы из английской библиотеки. Эта карта написана англичанином. Год там написан, если я не ошибаюсь, 1530.
И там, это, кстати, это фактически то же самое время, что и на книге Академии наук СССР 1953 года. Как там точно так же указано, что до Дербента проживают чеченцы, дзурдзуки, только там написано. И она английская версия, и там написано, что там проживали дзурдзуки. Опять же, это чеченцы проплатили англичанам в 16 веке, чтобы эту карту нарисовать. Я знаю, что сегодня пытаются написать, что это вот якобы, что это дзурдзуки это были там ингушами, но это не так, конечно же, не так. Дело в том, что буквально в 1800 году, если это было бы даже так, я еще раз повторюсь, общее количество ингушей там до 9000 не доходило. Но не могут 9000 человек занимать пространство от Черкесии до Дербента, и эти земли невозможно просто-напросто, физически невозможно с учетом густо заселенного Кавказа, никогда такого не было. Они сегодня, даже с сегодняшним количеством, они не могут контролировать такую территорию. Сегодняшняя территория, то, что есть, даже ингуши, они не могут. Они говорят, что их сегодня 500 тысяч. Даже 500 тысяч не могут полностью, грубо говоря, эту территорию контролировать. Я знаю, я знаю. И еще раз я вам говорю, я не противник. Если раз уж говорить о дзурдзуках, вот. Здесь и этот англичанин под дзурдзуками тоже подразумевает, вполне возможно, что он взял у грузинских источников, а грузины дзурдзуков непосредственно считают, мы видим и по данным, считают навчиться. Да, факт то, что в то время не было осетин вообще, ингушей вообще, они были частью чеченского народа. Это говорил не только я, это говорил их, как его там, Абадиев, Идрис, и все это знают. Вот. Это все знают, мы были одним единым народом. Что касается Глигвы, то, что он отвечает Вахошти Багратионе, так Глигва упоминается как одно из обществ, не больше. Уаст. Исаак Адзоев Народного фронта Ингушетии, который был главным организатором событий в пригородном районе, не пострадал. Интересно, чем он свою последующую жизнь. Я не знаю Уаст. Я не могу судить и не знаю, чем он там мотивирует. Я знаю, у меня есть видео из выступления 92 года, где он грозно выступает, я вам покажу ее, где он говорит и благодарит пламенной речи своих братьев-чеченцев, что они собрались в Грозном, столице у своего брата. И есть выступление 2018 года, где он, несмотря на свой преклонный возраст, показывает на карте, несуществующую карту делает и говорит, что это вот якобы у них незаконно отторгли земли в горной части. Хотя он прекрасно знает, что последние 150 лет эта часть земли никогда не принадлежала. Я не знаю. Я очень радуюсь, что наши старейшины такие вещи не делают. Очень радуюсь этому. И интеллигенция, в принципе, тоже. Но остается таким, как, грубо говоря, мне показывать это все. Почему? Потому что, если мы не будем опровергать ложь, то кто будет ее опровергать? Люди реально верят, они закинули эту карту. Когда я сделал опровержение, что это ложь, это фейковая карта, назло мне на второй день они сделали у этого Муцольгова, или как его, этого правозащитника, сделал там. Назло мне сделали еще несколько человек именно эту карту. И снизу люди пишут, это священное время, Гурбан Бухт был Марвани, что люди пишут, вот какая наша была земля, иншаллах, мы землю вернем. Они баламутят людей, они берут огромный грех на себя. Она не была их, понимаете? Не была. 8 селений, огромную часть оставили им, по-братски оставили. И Евкуров это прекрасно знает. Ну куда к этим священным дням? Зачем эту ложь распространять? Карты есть, все карты есть. 24-го, 26-го, 29-го, 34-го года. У меня есть эти все карты. Есть 1860 года.
просто какие-то границы, определив, взяли, нарисовали, включая Владикавказ, сделали Филькину грамоту. Ну зачем? Людей зачем баламутить?